Здравствуйте, с вами Людмила Савина и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. Прокуратура Якутии начала проверку после случая нападения пациента якутского наркодиспансера на соседей по палате. 5 человек получили ножевые ранения различной тяжести. Один из них скончался. В ходе проверки прокуратуры выявлено, что указанное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами учреждений здравоохранения своих обязанностей, выразившихся в отсутствии должного контроля за перемещением и действиями пациентов, а также в непринятии достаточных мер по недопущению использования ими опасных предметов. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Аймяконского района, который обвиняется в покушении на убийство. По версии следствия, началось с пьяных посиделок, когда между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Обвиняемый предложил выйти на улицу, где очередная схватка закончилась не в его пользу. Тут он и решил поквитаться. Как установлено следствием, обвиняемый взял из дома своего отца огнестрельное ружье модели МР-155 и 4 патрона. Позвонил мужчине и попросил встретиться у здания спортивного зала, куда отправился в его ожидании. При появлении автомобиля, принадлежащего оппоненту, ошибочно полагая, что руль управления находится с правой стороны и за рулем находится владелец транспортного средства, обвиняемый прицельно произвел 4 выстрела в переднее правое пассажирское сиденье, причинив пассажиру автомобиля огнестрельные дробовые ранения. Свои умышленные противоправные действия по причинению смерти обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как находившийся за рулем автомобиля мужчина не сбавил скорости и направился в сторону учреждения больницы, где потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь. Нападавший вернулся домой, где был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о крупном факте браконьерства на территории Булунского района. Еще летом стражи правопорядка получили информацию о том, что одна из рыбоперерабатывающих компаний ловит осетра сверхвыделенной квоты. Оперативники осмотрели судно, которое принадлежало руководителю коммерческого предприятия. В оборудованном трюме обнаружено свыше 430 килограммов рыб семейства осетровых и 88 килограммов черной икры, что превысило имеющуюся у предпринимателя квоту на добычу особо ценных водных биологических ресурсов на 330 килограммов. Кроме того, там находилась разделанная туша лося, 2 охотничьих ружья и орудие лова. Ихтиологическая экспертиза подтвердила, что изъят сибирский осетр. Этот вид внесен в перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов и охраняется международными договорами Российской Федерации. По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный государству, превышает 7 миллионов рублей. На этом все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.